Я не скрываю того факта, что приглашение госпожи президента и вообще ее последние встречи с гражданским сообществом, это была в том числе и моя личная инициатива. И когда я на это шел, я понимал, с какими последствиями я столкнусь. Я понимал, что я столкнусь с непониманием. Я понимал, что я столкнусь с агрессией. Я понимал, что я столкнусь с хейтом. И когда ты что-то делая, уже понимаешь последствия, тебе это все потом легче воспринимать. То есть, наверное, с годами вырабатывается какой-то иммунитет, и ты уже проще на все реагируешь, особенно если ты знаешь, что ты делаешь правильные вещи, на твой взгляд, и вещи, которые принесут пользу твоему региону. И у нас в Гагаузии действительно, на самом деле, очень высокий уровень агрессии, какой-то вот ментальной агрессии, и это замечаю не только я, но и многие люди, гости нашей автономии, и это плохо. То есть мы вот создаем о себе вот такое впечатление, хотя я стараюсь говорить, что это не весь народ, что есть и более как бы адекватные представители, но у нас вот очень, знаете, такой момент, как неприятие чужого мнения, да, то есть вот если иное, там, ты с кем-то встретился, все, там обязательно нужно написать агрессивный комментарий, и я потом захожу на страницы этих людей, смотрю, это мамы с детьми, и я потом задаю себе вопросом, какое они вообще воспитание могут дать? Я, может, сейчас немного утрирую, да, но какое воспитание они могут дать своим детям, если они могут себе позволять публичные нецензурные оскорбления в социальных сетях просто за то, что люди встретились с президентом Молдовы. То есть, когда кто-то встречается, например, с кем-то из других политиков, да, вот у нас 1 марта был визит представителей блока «Альтернатива» в Камрад. С ними люди встретились, кто-то встречается с Башканом Гагаузии, кто-то встречается с Илоном Шором, кто-то встречается с президентом Молдовы. Но люди решили у нас тут, что вот эти встречи неправильные, молодцы. Эти встречи, они неправильные, это предатели. Поэтому я к такому уже привык и призываю всех, кто с таким сталкивается, просто реагировать на все проще и двигаться дальше, если вы знаете, что вы делаете какое-то правильное дело. И самое главное, у меня есть мои близкие, мои единомышленники, мои родные, которые я знаю, что меня поддерживают в этой ситуации. На мнение остальных людей да как-то все равно получается.